Так, мы в эфире, да? Мы в эфире. Ассаламу алейкум. Витаю вас, друзья. Добрый вечер. Сегодня 16 октября 2023 года, 20 часов 1 минута по Берлину, 21 час 1 минута по городу Джохару. Я вас всех сердечно приветствую, друзья. Стрим у нас вещает на канале YouTube Reality в YouTube. И на канале в TikTok Аслан Арцуев. Друзья, я вас всех приветствую. Нино, витаю тебя. Добрый вечер. Всех я вас сердечно приветствую. Друзья, перед тем, в Греции 21:01. Ну, как в Джохаре получается в Греции тогда. Амзат Машвойль, Ичкерия, Нохчи, Андро Катерелли. Салам алейкум, салам. Всех я вас, друзья, приветствую. Так. А перед тем, как начать наш стрим, как обычно, я хотел бы вам рассказать сообщение от Збройных сил Украины. Ориентировочные потери русских фашистов составили за прошедшие сутки 860 уничтоженных оккупантов, 17 уничтоженных танков, 23 боевые машины, боевые бронированные машины, 44 артиллерийские системы, 1 РСЗО, 1 самолет и 1 вертолет, 11 БПЛА, 22 автомобильной техники и цистерны и 5 спецтехник. Друзья, с чем я вас всех и поздравляю. Слава Украине! Слава Украине! Друзья, сегодняшний свой стрим я не случайно назвал так, как я его назвал. Маршал Гуль Асланбек Шайб Машур. Сегодняшний свой стрим я назвал «Цели Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия» от 16 октября 2023 года на русском языке на нашем канале Reality. И я бы хотел вам рассказать об этих целях, так как этот документ, который буквально вышел 13 октября, несколько дней назад, 3 дня назад, я выложил его у себя на YouTube канале, в Facebook, перевел на английский язык, тоже выложил. И мне показалось недостаточно, я вижу комментариев, всего лишь 5 там комментариев, и один из них мой, кстати говоря. И вы как-то пропустили этот момент. Это самое важное. Знаете, в демократическом обществе, в демократическом государстве, при всем о том, что есть определенная система, которая управляется, и я сейчас отвечу. Система, которая управляется, она управляется при помощи демократии. И решает народ. Все это. И сейчас я перезвоню, просто мне должны сейчас будут позвонить, и я сейчас представлю слово человеку, который хотел бы высказаться. Я буквально сейчас через минуту перезвоню ему. Дело в том, что в демократическом обществе власть, которая избирается народом, она должна быть подконтрольным народу. И для того, чтобы мы могли контролировать нашу власть и могли с нее спрашивать, если она совершает какие-то преступления, потому что власть в современном обществе, в демократическом обществе, власть это не привилегия, это не титул, который тебя награждают, и потом по твоим детям, по наследству это переходит. Нет. Власть это работа, на которую вас нанимают. А государство принадлежит людям, гражданам этой страны. И человек, если неправильно или не достаточно качественно выполняет свою работу, этот человек увольняется. Если совершает преступление, садится в тюрьму. Возбуждается уголовное дело, судят его, и он садится в тюрьму.
Вот, вот так это должно выглядеть. И поэтому мы должны понимать, что такое наша власть, и мы должны ее контролировать. Именно поэтому я бы хотел вам рассказать о том, о целях Президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия, Президиума правительства и пути ее реализации. Но перед тем, как я вам сейчас все это расскажу, я хотел бы позвонить вот человеку, который сейчас, это тоже наш бывший депутат, и дадим ему слово. Давайте сейчас я наберу, он мне сегодня звонил и хотел пообщаться. Так. Алло. Алло, ассаламу алейкум, Амад. Валейкум салам, Аслан. Маршал. Дели салам маршал хуль. Мы в прямом эфире, Амад. Я как раз сейчас только начал вести стрим, ты набирал, поэтому я тебя сейчас скинул и сразу как закончил свое представление, речь, вот тебя сразу набрал. Я хотел бы, чтобы ты высказался по поводу того, что вот тебе время на моем канале, чтобы ты мог высказаться и сказать все, что ты пожелаешь. Тебе слово. Представься, кто ты, и если ты хотел что-то сказать нам, будем рады услышать. Амаду, Мальсагов. Эфир Жирау. Лохар Филиал парламент, я. Туда Жохар Хош Хазни, Лохар парламент. Депутат Халасор, Ворк. Тахан Чех Кайлас Рок. Я там дабы Чех Шоу парламент Хазы. Масадор президент Хош. Ютул я. فأبشرنا بوابر بي كي قيد البلا خلواتسو. نبقى سونا انت ويستريم غاسق مرتايون عمد طبعا ده حقيقته بلا غاسق ديت نوم داتا نوم تشيب مكشدون يا أحمد مالساغو سؤال وقيت تام وجهت اكس ديبوتات يرو برلمانت близкий соратник, друг Жахара Дудаева, легендарного Жахара Дудаева, да, Лазов Амин. Вместе мы избирались во власть, его президента, меня в парламент. Я не являюсь националистом, но я твердый патриот своего народа. Я люблю свой многострадальный народ. Я переживаю за каждую его судьбу, за все месяцы и дни, которые всегда были тяжкими для нашего многострадального малого народа, который должен был быть под эгидой Объединенных Наций, ООН. Но у нас ни ООН, ни международное право никогда не защищало. И всегда мы проливаем кровь. Особенно последние 300 лет, а всего 450 лет с Российской империей. Вот сегодняшний результат мы видим. Мы по всему миру рассеяны в результате этих российских агрессий, последних двух геноцидных, садистских агрессий, которые она совершала на наш маленький народ. Вот и этот результат, как мы видим сегодня, очень тяжелое отношение у нашего народа и дома, и за рубежом. Вот. Поэтому мы всегда должны исходить из того, что если мы не будем свободными, жить в свободном государстве, если мы не освободим занятую нашу республику, наши земли от оккупантов Российской империи, наш народ на грани исчезновения. Вот в этом плане мы должны приложить, каждый чеченец обязан приложить все свои силы, чтобы мы были свободны.
чтобы мы были деоккупированы, наша страна. Легитимная, законно восстановленная, ранее утраченная наша государственность в лице Чеченской республики Нохча-Ичкерия. Эту нашу страну и земли, на котором она создана, мы обязаны освободить от врагов. И для этого, я еще раз повторю, каждый чеченец обязан делать все, что от него зависит, чтобы мы были свободны. Но теперь обстановка сложилась таким образом, она кажется, с одной стороны, безнадежной, с другой стороны, имеем надежду. Как легендарный генералиссимус Дудаев говорил, зайдет украинское солнце, и там мы будем иметь надежду. Вот мы, это его предсказания оказались пророческими, это солнце уже зашло. Вот теперь надеяться, конечно, на них в большей степени на них не надо. Больше мы должны надеяться и 100% надеяться на нашего Создателя Аллаха и на свои силы, на свою непокорность, на свою храбрость, которую мы проявили перед всем миром. Поэтому мы должны дружно все трудиться ради освобождения нашей Родины. Я вижу слово «свобода» маршева. Ее по-разному трактуют некоторые люди. Потом, что мы вот эти 30 лет говорим маршева, свобода, независимость, не все ее поняли, что каждый долг каждого чеченца, чеченки, совершеннолетних юношей, долг заключается, чтобы защищать свою свободу. Быть свободным – это наказ Всевышнего Аллаха. Аллах дал Бог мершхил. Аллах дал нахму маршва, мершхилар. Аллах дал колом дуканш. Войхан дал колом, дудел колом бу войхам. Аллах колом. Ах, нуа поймал цели лошадь. Ан лет борта ночи бебать. Ночи бел лет борта нуа поймал. Вицин был мот бючпать. А войхам боч был. Теж он был. Эльманч был Иосиф Карст. Марк Шейерман. Киберше они научно обосновали, однозначно научно обосновали о том, что чеченский язык является проязык, и чеченцы пронарод. И-за индрионду. Вы курили ешать, вы лард еш душа, вы курила душ, виш дозолдат еше, вы бешка техключага, така че деш, устонокето беш, он декът орнокче, зучина, нена, де. Та, военгусто усиленными темпами идет ассимиляция нашего народа. И пытаясь нас ассимилировать Российская империя. Это тоже мы видим невооруженным глазом. Наши соседи осетины первые 4 класса школьной программы перевели на осетинский язык. Нас этот вопрос постоянно время от времени поднимает дома, но не переводят. Некоторые профессора противостоят этому, объясняя это тем, что у нас нет терминологии. Насчет терминологии я еще 5, 6, 7 лет назад говорил, обращался к нашим псевдовласти домашней и народу, и
ученым о том, что до выселения, до 1944 года, первые 4 класса были на чеченском языке на школах, средних школах. Там была терминология на все науки. Мы могли бы взять эти терминологии, Максим, взять, мы не берем. Но еще есть у нас... Амад, бех мобила. Ну, для того, чтобы нам вот сейчас все это сделать, нам нужно деоккупироваться. Ну, нам нужно освободить свою страну. Да, деоккупироваться. Задача номер 1. Да, вот задача номер 1. Хазла, цыган, ну, Машуи из-за Аллах не бой. Масукам, войкам Аллах коланду. Озмашон дал бешбуй, укр халха, Аллах дал больше, что бел не будь дал, Аллах дал больше, халх. Что зла от Аллах коланду кандуй, сон дал больше, месяц, хан дадошту. Мот табош, бувает там белглош, хагуш йошу. И сетли гуш мадуй. وخان قيرم بوزدو قير معدو قام موت تبالنا بو قيرم بو تاك اي هو قرا خيل ديز ورسيا خيل ديز بوش بشي протекторат юч беши извеси масла вецер буйнор дочи قي бестебало геч беши референдум юч статус юч беши холден буа дахеке ноши Üç ayetli bakis diş yosdert. When delum dela majulah. Del loyloy. Amen. Asubah Trekhan çekti olsa dağıt on haber o parlamenter teyzer zakon illüstratie. Ve illüstratie oluyor. Este de akrize dek dine no lilo što noći met dešniš illüstratie boş dek noći mat hader do lust boğucuk. Zasedanje až do člena suntever, tažinstag dia žima oš. Oze oš. Halva, ten ordener giroj, prvo tam ta giroj veleri, lično dodaje žovor sminer i sjede ta örnirca. Зелем ярцин, инси да гёсун, кина варцин оздинати. Амад, у нас на русском если можно? Да. Вот первым мы первый парламент приняли закон о люстрации. Надо было всех стремящихся к власти люстрировать. Когда избрали Масхаду и второй парламент, Масхаду наложил вето на этот закон люстрации. Да, было такое, да. Да. Вот потом удобно было проникнуть к власти. Те, которые были и против нашей независимости, те, которые хотели, чтобы мы были зависимы в составе России. И вот это как-то прорвалось к власти. Есть русская пословица, продавший однажды, продаст дважды. Когда мы одержали в Первой войне победу над агрессорами, эти люди сбежали, уехали они куда-то там, в Москву и так далее. Когда было наложено вето на этот закон люстрации, они приехали домой и все внедрились в властные структуры. Вот как оправдание этой русской пословицы, однажды продаст и дважды. Как раз они, когда проникли и второй раз в властные структуры, стали саботировать работу наших органов, профильных министерствах, везде, где они были, они начали саботировать, чтобы дела наши не шли, чтобы экономика не развивалась абсолютно, буквально все остальные отрасли, они вредили как могли. Поэтому у нас тяжелая была обстановка, особенно после Первой войны. И вот началась и Вторая война. Мы видим. Вот теперь я предлагаю, этот закон, он не отменен Масхадом. Даже если был отменен, его надо будет по-новому принять. Он сейчас, на сегодняшний день, он остается действующим законом. Да, я знаю. Надо создать комиссию,
иллюстраций. И всех, кто стремится к власти, надо пропустить через иллюстрации. Иллюстрировать их надо. Очень строго, но честно иллюстрировать. Если этот закон будет действовать, я даю слово, стремящиеся, что ради своих личных дел и цели обобщения к власти, они не будут стремиться, они уйдут в сторону. Честные люди, чистые люди, они пойдут, выдвинут свои кандидатуры. Или их выдвинут, или самодвижением они выявятся. Вот, у нас проблема даже не столько вот в этих симулякрах или тех, кто работает на русских или же как-то себя запятнал. А у нас проблема в том, что независимые, свободные люди, или старая власть наша, или же молодежь, которая сейчас появляется, они из-за того, что их родственников дома пытают, почти неактивны. Практически вообще никак себя не проявляют. Вот на Палестину сейчас проявляют, потому что командуем. Кадыров разрешил, Путин разрешил. А вот то, что свою страну, Ичкерию обсуждать, вот это не обсуждают. Что с этим делать? Понятно, когда мы освободимся, иллюстрацию проведем, тогда закон применить нужно. Сейчас нет людей просто. Люди молчат, все сидят. И старые молчат, и молодые молчат. Ну, это, конечно, мы в тяжелой ситуации сегодня. Мы не самостоятельны, поэтому мы в тяжелом состоянии. Вот. Если бы мы были самостоятельны, у нас было бы государство наше, не оккупировано, свободное, этого не было бы. Если бы мы были свободными. Над нами тиранистическая, жестокая власть установлена. И эта жестокая власть, тираническая, тираны, творят с нашим народом, что хотят. Отправляют на войну против Украины, там умирать. Агитируют Палестину, это тоже, чтобы там умирали, погибали, чтобы нас стало меньше. Как можно больше по расчету, чтобы нас убивать, направляют во все такие горячие точки на земле. Не надо идти ни в Палестину, ни против Украины на войну. Но против Украины на войну нас не спрашивают, нас забирают насильно и отправляют туда. Здесь мы почти бессильны. Единственный выход, если кто выйдет из нашей республики, они могут спастись от войны, за наших палачей умирать. Вечный палачи, мы за них умираем. Вот такое незавидное, тяжелое положение у наших мужчин. Я думаю, что даже до женщин сейчас доберутся. Потому что в России уже начинают и женщин призывать. Да. Уже давно. Пока врачей там туда-сюда. Начнут даже наши женщин туда таскать на войну. Попробуй сопротивляйся. Или пристрелят, или посадят в тюрьму. И там что угодно над ними будут также творить. Да. Вот это почему? Это потому, что мы не свободны. Да. Мы это должны понять, что мы должны быть любой ценой свободными. Вот сейчас как было, есть перечисляют в мире страны, которые выгоняли евреев от себя. И в каком количестве. В Европе нет ни одной страны, которая бы не выгоняла в свое время в начале 19, конце 19, начале 20 века евреев. И вот они что сделали? Пример нам. Создали свое государство Израиль, как мы видим. Израиль сейчас в военном отношении одна из сильных армий мира. Да. И мы это видим. Вот когда даже нападали на Израиль по 5-6 арабских стран, они буквально считанные дни их громили, выигрывали у них войны. Почему? Потому что они свой народ защищают
своей страной, мощью военной, мощью и законодательством своего государства. Это для нас пример живой. И самый первый пример для нас является создание Мединского государства нашим пророком Мухаммадом, саллаллаху алейхи вассалям. Когда он в Мекке начал распространять ислам, мы видим, как его избивали, камни закидывали, и в конце концов хотели убить. Им это не удалось, Всевышний спас его. Они ушли в Медину, там создали государство Мединское. Создали армию, чтобы они были в состоянии от агрессора защитить свою страну и свой народ Мединский. И оттуда только тогда удалось пророку, даже царь тогда удалось распространять ислам, и он заключал с другими странами мирные договора, независимо от религии, и с евреями, и с Эфиопией, с многими другими странами того времени он заключал мирные договора, политические, торговые, экономические, научные, всех видов. И от этого выиграл ислам. Ты предлагаешь нам вместо демократического государства, которое у нас есть, создать новое государство? Нет, я не предлагаю новое государство. Я предлагаю, что мы должны знать, понять, что наше государство, мы должны ее спасти от оккупантов. Да, но у нас ведь оно же в какой-то форме должно быть. Ее развивать ее. Мощь, экономику, военную мощь, оборону, буквально все и вся. Мы должны ее развивать, сделать сильным государством. Ну, на основе вот действующего государства, 92-го года Конституции, правильно? Демократического. Правильно, раньше России мы приняли, на 1,5 года раньше России мы приняли Конституцию. Конституция у нас демократическая. Даже прибалтийские страны у нас забирали экземпляры нашей Конституции для себя, для опыта, перенимать опыт. Ну, у них уже была, мне кажется, Конституция, когда мы объявляли. Они же все три арабские тут читаю. Они же, балтийские страны, их же признали раньше нас, Россия. Они же не были, они же считались как оккупированными в советское время. Раньше нас их признали, но нас признала тогда и Грузия. Да. Потом Северная Республика Кипр и Афганистан. Мы на сегодня остаемся признанными 3 государствами. Понимаете, вот этот момент у нас есть. Потом эти признания будут действовать только тогда, когда мы будем деоккупированы. Сейчас на все это вето наложила Россия. Вот. На это и признание, и на нас самих, и на каждого чеченца, как говорится. Вот поэтому, пока мы находимся под оккупацией, мы не будем иметь нужные результаты. Мы будем, как сегодня, как цыгане, бедствовать по всему миру, страдать по всему миру, терпеть эти оскорбления и так далее. В общем, в тяжелом, незавидном положении и дома, и за рубежом находится сегодня наш народ. Тогда вопрос, что делать тогда? Что делать и как быть, если у нас оккупация идет, и какие предложения ты мог бы предложить, Амад? Что ты думаешь? Выход из ситуации? Ну, безвыходной ситуации, конечно, не бывает. Нам надо каждому чеченцу, несмотря в рост на 2-3 людей, которые несут только вред и не умеют правильно работать. Вот. Мы все должны сплотиться и все
требовать применения к нам международного права от ООН и других международных организаций. Сплотиться Нам в полной с кем? мере отказано в международном праве нашему народу. Совершенно верно, Амат. А сплотиться с кем? Кто должен быть лидером? Вот я, например, нашел только президиум. Я искал, перерыл все весь наш политикум чеченский. Ну, понял я, президиуму тоже особо у многих нет доверия после того, как Масхадов объявил некоторого члена президиума вором. И Ну, да, по этому поводу у этого члена правительства есть доказательства, бумаги, покаянное письмо людей, которые возводили ложь. Там говорят некоторые люди, я не предлагаю, там некоторые люди предлагают, надо сделать расследование. Я пока предложил бы вот, замминистра культуры, вдову легендарного Дудаева, Аллу Дудаеву, пока, чтобы она... Она тоже входит в президиум? Она входит, но я хочу, чтобы она была первым лицом президиума. А там нет первых лиц, Они все меняются. Нет, тогда в основном, я думаю, надо было бы сделать ставку на Аллу Дудаеву. Она очень верная наша патриотка. Ну, она туда входит, и президиум. Вот можно объединиться вокруг президиума, не берем личности, берем вот в целом наш как госорган. Вокруг президиума можно объединиться, даже нужно объединиться. Вот, кияс Потому просто, что Амад. это единственный легитимный орган, этот президиум. Да. Вот их Потому что этот орган представляет легитимные избранники народа. Поэтому он легитимный. Это я. Да. Когда будущее... Только до выборов. Рассчитывать на этих объявленных людей не надо, я так говорю. Выбор шеллц. Да, и баз. Да. Выбор шеллц, и закон иллюстрации ведуи, Обязательно, низ Бог. Полностью согласен, Амад. Вот в этом полностью согласен. Да. И дух надеждик. Така, но сон сенси был така был. Дал хабер нахбуй маршу. Оз маршу дал болыш, дал болыш ход бета, холи хол. Дал колан ду масукан, вой нокчинан дал колан мабу, вой. Вой марштарлит дал болыш, дал бол угур хал. Шолга нокчи колан дал болыш, üç çok kıl bana. İnah. Üç kıyaç dikler, üç nisbelçi dikler. Sen nis ne bakodiç, nis çalışmış, üç tahtçanı da murtaymış ol. Ser halk kıyırmıydı çoktan, büzün belaha, ehir derse. Şey kudu ordum, ehir taşı, un isturdum, çanıysağa bağda geç. Dokku çoğu del amal şinir, kıbrıs yüzgüt bağın boş, düç leçtü, aylımnak. Şey koydum, çağa, nu çağır xindek del, sen şeyden dekorat, hamad ütü, Taçın öyle yazıp çare kıytıyor. Да. Bek boşuna liyetsel çalıp çıkmış, bayanatsı boş. İşte yon işler nisbelçlik derke. No bakdu, vayna öyle şey ve meşhur du ben ditsin du çer disli xilla du hitsa ça. Dal mula ve meşhur du ve halk. Dal mula. Ve halk dal mula. Allah mu purbant. Allah wins. Вățădărză, vălăzisnăc țăvezăru. Da, mola. Văvești păceac, ceari, cio păceac aiu, cio arneios. Ucă tüneci tăldăstăl, gherzăștăștu, torto băladălce, na jos, aviații, автопром, докуме развивать, ты дай волин. Таким афица, шите хошвек, дарей, так шите хошвек, испытать дердик лила-лилари, но каладор. Так, шите хошвек, дидаться угол кезге, ваш хошвек, диду, қидуха хошвеш. Шолстен текача, соқа дешера, шолстен чошвек, ахиз, дугло дуэл. Тай волин йох программер. Жорс.
Akol Saboçer o kiboç tese yıllar oraya. O saga alasun. Raska mahta ala Ahmad bek mobila raska mahta biway way raski buki qomna biway. Когда при Дудаеве мы завезли аппаратуру по строительству дорог. Немецкую. Это немецкую. Этой аппаратуры не было вообще в России, даже в Москве. Да. Все очень многие из тысяч, сотни тысяч людей очевидцы, что мы строили европейского стандарта дороги, начали строить. Мы начали дорогу, и только, то есть этот, как его, Галанчевский район мы восстановили. Там были созданы все районные структуры, и этот район должны были развивать. Потом этот проект, мечеть, центральная мечеть, которая сегодня в Грозном, этот проект был выбран во время поездки в Турцию Дудаева. И мы должны были начать эту мечеть. Началась война, не смогли ее начать. После Первой войны начали этот проект. Первый этаж был выстроен. Строительством этой мечети и дорогой в Грузию занимался вице-президент Арсан Уваха. Началась Вторая война. Они разбомбили этот первый этаж, который начали. То есть нам никак не давали, и все равно мы что-то делали, не стояли на месте, без дела. В Грозном были открыты бесплатные кафе, где 3 раза кормили малоимущих. Основные посетители в этих кафе были русские, грозненские. Их 3 раза кормили, и кормили очень хорошо, и они были довольны. Вместо зарплаты мы выдавали талоны на бензин, и они могли их отдавать в любом магазине. Где им будет отказано, директор магазина был уволен. То есть мы делали даже то, что нет сейчас дома. Бензин был рубль, хлеб был рубль, буханка. В соседних регионах машины у нас просто потоки были. Чтобы заправляться у нас, покупать у нас хлеб самый дешевый на постсоветском пространстве в России. Потом челночный рынок у нас начался, который не было нигде. Грозно. Даже с Тюмени на автобусах караваны ехали к нам закупать оптом у нас товары. То есть при полной экономической финансовой блокаде мы опережали по уровню жизни и другим делам наши соседние регионы и регионы России. И потом в 1992 году, в феврале, мы должны были ввести свою валюту нахар, который имел курс 1 к 1 фунту стерлингу английскому. И у нас дела поправились. Мы, если бы не было этих войн, мы сегодня жили бы, как Дудаев говорил, пили бы верблюжье молоко золотых краников. Это 100%, это случилось бы. Если нам Российская империя не уничтожила эти возможности. Вот. И вот так были бы, если бы нас не оставили покойно. Нас не отстают уже более 4,5 века. Да, Амад, совершенно верно. Амад, у меня сейчас идет стрим, мне пишут, вопросы задают. Я благодарен тебе, что ты выступил. Если у тебя есть еще что-то добавить, сказать, скажи, и я бы продолжил бы свой стрим тогда. Или свой лон. Да, пожалуйста, баркалом, Аслан. Масана. Если надо будет, там, если возникнут вопросы, я буду готовить тоже. Если ты скажешь, вмешайся или ответь, тоже на чеку буду сейчас. Дел свой баркалон. Аслан, он дел рейс,
مسانا ده شيء دول آمين ديريس ده الدعاء والخوف دعاء فيه آمين أحيوش دول آمين دكتور شونا ديريس خويق مسانا أحمد أشعيق دولقا حيوغان دولقا مسانا ديريس خوش مثلا مگر دو تخ نوايل да, адикюэль. Так. Друзья, это был экс-депутат первого созыва парламента Чеченской Республики Ичкерия Ахмед Мальсагов, человек, у которого, как вы видите, болит душа, и человек неплохо информирован о нашей ситуации. Но дальше давайте продолжим наш стрим. Бег ночи, подразделение Борз. Всех я вас приветствую. Алейкум салам. Шавига Машвол. Эд Мамедов, я тебя тоже витаю, дорогой. Итак, я бы хотел сейчас вам рассказать очень важную вещь. Уже больше 40 минут мы в эфире. Хотел бы вам рассказать о целях президиума правительства. Я перед тем, как сейчас Алмед выступил, я сделал небольшое вступление. Еще раз вам напоминаю, друзья, это цели президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия и пути ее реализации. На русском языке сегодня как раз у нас стрим на русском языке, и я вам хочу рассказать про эти цели, чтобы мы знали, потому что не все мы читаем тексты и не все мы анализируем их. А когда вместе, вот я читаю, мы обсуждаем, и я высказываюсь, как я это вижу, как я понимаю этот текст, написанный нашим президиумом, он как-то остается в голове, и мы запоминаем. А это очень важно, потому что наша власть, президиум, это заслуженные люди, которые прошли огонь, воду и медные трубы, в том числе геноцид нашего народа. И эти люди, хоть и заслуженные люди, уважаемые люди, но это не наши короли. И это наша власть, которую мы должны знать, чем она занимается. Мы должны контролировать ее. Да, мы доверяем этой власти, потому что именно это те люди, которых я искал здесь, когда сюда приехал в Европу, поддержать, чтобы как свою легитимную власть. Но все-таки это власть. Выборная, временно избираемая власть, ну как известно, во время войны она пока действует. И мы должны знать, чем они занимаются. Поэтому, друзья, давайте я вам это сейчас прочитаю. Это очень интересно и очень духоподъемно. Поверьте мне, это очень грамотно. Я давно не читал такой содержательный, такой объективный, без лишних пафосов, без всяких таких вещей, абсолютно идеальный текст, на мой взгляд. Итак, о цели президиума правительства Чеченской Республики Ичкерия и пути ее реализации. Чеченский народ переживает переломный момент в истории, которая для нас началась более 30 лет назад. Мы имеем в виду русский имперский реваншизм против всех новых независимых государств, избравший для себя в качестве первой жертвы чеченский народ. Отводивший в своих планах на решение чеченского вопроса не более недели, кремлевские стратеги только в 2008 году были в состоянии напасть на следующую жертву в лице Грузии. В 2014 году наступила очередь Украины. После аннексии Крыма и установления в частях Донецкой и Луганской областях марионеточных режимов Кремль вынужден был взять паузу, надеясь решить украинский вопрос далее политическими методами, то есть, как понимают русские, путем шантажа, диверсии, подкупа. Задача состояла в том, чтобы установить в Киеве послушный режим наподобие Минского, который безоговорочно узаконил бы захваченные территории и отгородился бы от Запада, обязуясь не вступать в Евросоюз и НАТО. В 2022 году с началом полномасштабной военной интервенции против Украины Запад осознал то, о чем предупреждал наш первый президент Джохар Дудаев. Русизм стал мировой проблемой. Запад увидел ни чеченский, ни грузинский, ни украинские народы не удовлетворят Кремль, а только усилят его аппетит.
И это сражение сегодня происходит на украинской территории. Запад является активным участником войны, обеспечивая оборону этой страны. Когда Джохар Дудаев говорил, что Украина и Россия схлестнутся на непримиримых условиях, он хорошо представлял, какие силы станут за Украину и предрек поражение России. Несомненно, с поражением России изменится ситуация как в самой Чечении, так и вокруг нее. Многое будет зависеть от того, насколько подготовленными мы будем к этому моменту. Чем яснее будет наше понимание ситуации, тем успешнее мы решим все проблемы. Прежде всего, у нас есть независимое, признанное субъектами международного права государство, восстановленное в 1991 году. Принципиальное значение имеет тот факт, что оно сформировалось в полном соответствии с международным правом, которое требует наряду с волеизъявлением выходящего из колониальной зависимости народа также согласия метрополии на это действо. Волеизъявление чеченского народа на воссоздание своего суверенного государства состоялось через общенациональный съезд в 1990 году. Так как демонтажу СССР в конце 1991 года Чеченская республика была союзным субъектом, то с нас, в числе всех союзных республик бывшей Советской империи, автоматически снялись требования иметь согласие этой метрополии на отсоединение. То есть по праву прекращения существования СССР мы как союзный субъект получили свободу. Власть нынешней Российской Федерации прекрасно знала об этом, поэтому отказывалась вести с нами диалог на правовой основе. Поэтому она действует путем шантажа, подкупа и кровавых войн, пытаясь добиться от чеченцев отказа от приобретенного им государственного статуса. К сожалению, находились среди нас личности, в том числе отдельные министры и депутаты, готовые продать чеченское государство, но в целом легитимное правительство всегда решительно отклоняло любые посягательства на наш суверенитет. Как говорил Джохар Дудаев, статус Чеченской республики Ичкерия как независимого суверенного государства определен навеки вечные и обсуждению не подлежит. Важное значение имеет то, что Украина через Верховную Раду признала Чеченскую республику Ичкерия как незаконно оккупированное государство и осудила геноцид чеченского народа со стороны Российской Федерации. Вне всякого сомнения, мы все, граждане Чеченской республики Ичкерия, где бы мы ни находились в мире, обязаны действовать, поддерживать легитимную власть в лице президиума правительства Чеченской республики Ичкерия в направлении признания нашего государства и другими государствами зарубежья. Известно, что не бывает государства без правительства. Пусть оно будет вынуждено эмигрировать или уйти в подполье в результате иностранной интервенции. Мы не являемся пионерами в данной ситуации. Уверены, не за горами то время, когда Украина и ее союзники посчитают необходимым прямое взаимодействие с президиумом правительства Чеченской республики Ичкерия. Не в первый раз случается, когда Москва поощряет и часто организует в подрывных целях незаконные структуры, называя их оппозиционными или легитимными, щедро финансируя и обеспечивая информационным полем. Помимо прямых ставленников, например, Умара Автурханова, разыгрывалась сцена раскола в рядах избранного руководства, например, отход от Джохара Дудаева, назначенных им же Гантемирова Беслана и Мамадаева Яряры. Таких примеров много. Даже после Первой войны, ведя с Асланом Масхадовым переговоры и подписывая соглашение, взращивалась оппозиция в соответствующим финансированием в лице исламского порядка и разных джамаатов. Сегодня роль раскольника на чеченской стороне активно исполняет Ахмед Закаев, назначивший себя так называемым премьер-министром Чеченской республики Ичкерия, чей послужной список, конечно же, намного богаче его настоящей роли. Некоторые наши общественники и блогеры
кто в силу чрезмерного тщеславия или политической безграмотности пошли на поводу Кремля в том, что легитимная власть Чеченской Республики Ичкерия закончилась. Они не знают или не понимают смысл декларации ОСЧН от 25 октября 1990 года, Конституции Чеченской Республики Ичкерия от 12 марта 1992 года и специального закона Чеченской Республики Ичкерия от 22 декабря 1994 года о том, что на период оккупации территории нашей страны, сколько бы она ни продолжалась, новые власти Чеченской Республики Ичкерия не могут быть избраны. Это значит только одно. Избранная власть, сколько бы представителей от нее не оставалось, легитимно до тех пор, пока после деоккупации страны не будут избраны новые власти. Особо подчеркнем, что Президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия представляет людей, остающихся на позиции власти Чеченской Республики Ичкерия, и их было около 5000 человек, либо избранных в довоенный период в депутатские советы всех уровней, либо назначенных на те или иные должности от имени законной власти. Здесь я хотел бы пояснить немножко от себя. Здесь указывается, что мы должны все придерживаться декларации ОСЧН, это съезд чеченского народа, общенациональный съезд чеченского народа от 90-го года, от 25 октября 90-го года. Это выбор нашего народа, где представлялись от каждой 1000 человек были как выборщики в Америке, также были делегаты, которые были направлены на этот съезд. На этом съезде как раз и была принята наша основная декларация и взят курс на свободу и независимость. Нужно понимать, что это 90-й год, это Советский Союз. Джохар Дудаев тогда еще не президент, еще действует Советский Союз. Также здесь напоминается, что мы должны придерживаться Конституции от 12 марта 1992 года и специального закона, который был принят через 11 дней после начала Первой русско-чеченской войны 22 декабря 1994 года, что на период оккупации территории нашей страны, сколько бы она ни продолжалась, власти Чеченской Республики Ичкерия не могут быть избраны. Это говорит о том, что до окончания войны те власти, которые были избраны до начала войны, сохраняют за собой эти полномочия. Далее здесь подчеркивается, что в это время, вот когда у нас власть была назначена, избиралась, и мы могли свободно голосовать на выборах, выбирать свою власть, было избрано около 5000 человек, либо избрано в довоенный период депутатские советы всех уровней, либо назначены на те или иные должности от имени законной власти. То есть, либо они нами были, нашим народом были избраны, кто принимал участие в этих выборах, голосования, либо же это наши власти, легитимные наши власти, назначили кого-то. Его не избирал чеченский народ, например, избравшийся, например, Масхадов, президент, который избрал, он назначает какого-то человека на какую-то должность. Как легитимный президент, он назначает легитимного человека. Поэтому не избираться, пока нам кто-то говорит, надо здесь провести выборы, новую власть, избрать там 3-е, 10-е. Это наш залог успеха. Чтобы нас, за нами смотрят, наблюдает весь мир, мы должны показать, что мы являемся строгими законниками, придерживаясь государственной линии и соблюдающие закон. Только таких людей в мире уважают. Только с такими государствами, с такими народами созревшие, сформировавшиеся государства и народы имеют дело и ведут какие-то дела. Поэтому мы это все должны понимать. Также здесь говорится, что здесь 5000 человек. Конечно же, кто-то погиб, кто-то умер, уже много лет прошло, кто-то в тюрьме сидел, кто-то перешел на сторону врага, кто-то просто отошел от дел, просто, как говорится,
ушел в тень. Но 5000 человек, около 5000 человек, были тогда избраны. И это и есть наша власть. Вот эти люди представляют нашу власть. И их задача, этих людей, может их 1000 осталось, может их 3000 осталось. Да, если половину убрать, 2500 их может осталось. Мы не знаем, сколько этих людей осталось. Об этом могут они сами знать. И это знает наш президиум правительства, который может при желании максимально их всех собрать, организовать это все. Поэтому у нас дела, они очень хороши в этом плане, что наша власть, она даже убийство одного, второго, третьего, в принципе, ничего не мешает, не решает в этом плане, чтобы полностью искоренить нашу власть. Поэтому мы должны это понимать, что вот эти люди и представляют нас. И эти люди должны понимать, вот эти 5000 человек, которые отошли, где-то там сейчас в тени сидят, еще по каким-то причинам, эти люди тоже должны понимать, что на них ответственность. И мы, простые граждане, рядовые граждане Чеченской Республики, конечно же, можем сказать им, а почему вот вы не выполняете свои прямые обязанности, которые выполняете, или недостаточно выполняете. Как-то так, поэтому давайте дальше почитаем, потому что самое интересное будет еще дальше. Некоторых общественников смущает слово «президиум», сочетание президиум правительства ЧРИ, которое они не находят в Конституции, из-за чего они приходят к умозаключению, что такой орган власти не предусмотрен Конституцией и потому нелегитимен. Приходится объяснять, что в Конституции предусмотрено правительство, вся власть, без которого не бывает государства. А слово «президиум» в конкретной нашей ситуации используется для обозначения лица или группы лиц, временно координирующих работу правительства. Потому что все наши президенты, возглавлявшие кабинет министров, погибли от рук оккупантов. Среди депутатов парламента более половины людей тоже отсутствуют по этой или иной причине, нет кворума. Это не позволяет парламенту действовать. Это также относится и к судебной власти, и ОМС. Мы знаем, многие задаются вопросом, что будет в случае ожидаемого поражения Путина. Во-первых, в России изменится режим. Как нам кажется, мир должен проследить, чтобы там установилось верховенство закона, как принято в цивилизованном мире. Заявление о том, что Россию ждет развал, это путинская пропаганда. Те лица, которые заявляют об этом с европейских площадок, есть кремлевская специальная команда, призванная помочь Путину мобилизовать россиян на защиту целостности и самого существования России. Здесь я тоже хотел бы сделать дополнение, сказать свое мнение. Как мы видим, разные люди собираются и рассказывают нам, там встречаются с Пономаревыми, там они переименовывают Российскую Федерацию, так называемую Российскую Республику, меняют флаг, якобы меняют флаг, ну, имитация такая идет. И с ними принимают участие некоторые представители российских регионов, которые как бы оккупированы и находятся в составе фашистской России. И также принимают некоторые деятели, которые пытаются уже наше государство от лица Ичкерии тоже в этом участвовать. И здесь нам президиум говорит, что это путинская пропаганда, что заявление, что ждет развал России, это путинская пропаганда. Здесь я со своей стороны скажу, я отчасти соглашусь с этим, отчасти не соглашусь. Потому что вполне возможно, что все-таки я так считаю, что вполне возможно, да, это предпосылок не так много, как хотелось бы видеть, но вполне возможно, что все-таки развал может произойти. Но вот та работа, которая ведется вот этими разными деятелями на общественных, как здесь нам говорит президиум, на европейских площадках, которые нам рассказывают, что вот-вот Россия рухнет, вот-вот Путин умрет, вот-вот сейчас все случится, это тоже не соответствует действительности, и вот президиум считает это путинской пропагандой. С чем, в принципе, я согласен и буду более корректно вести свою деятельность, которую я веду.
призвано помочь мобилизовать россиян на защиту целостности и самого существования России. Второе. Во-вторых, путинизм будут судить не только за преступления в Украине. Отчет его преступлений начался, собственно, с России, взрывами жилых многоэтажек. Потом геноцид Чечении, война против Грузии, военные преступления в Сирии. Отлично, да? Добавить, не убавить полностью. В-третьих, мы полагаем возможным сотрудничество со сменившей путинским режимом администрацией под международным наблюдением на предмет окончания войны. То есть президиум готов сотрудничать с новой российской администрацией под международным наблюдением на предмет окончания войны. Понимаете? Сотрудничество на предмет окончания войны. Это важно понять, услышать. На предмет окончания войны. Никакого больше коллаборационизма, никакого сотрудничества, кроме как на предмет окончания войны. Под международным наблюдением. Потому что без международного наблюдения придут туда красные, белые, зеленые, коричневые. Все равно Россия будет той же империей, которая не держит никогда свое слово. В-четвертых, неизбежно рухнет установленный Путиным в Чечении режим. Наша задача будет в том, чтобы произошло это бескровно. Но это не означает, что преступления, совершенные на территории Чеченской Республики Ичкерия за годы оккупации, не будут расследованы, а виновные не преданы суду. Здесь я тоже полностью согласен. В-пятых, с выводом российских войск и воцарением мира в Чеченской Республике Ичкерия будут проведены очередные выборы власти при условии свободного волеизъявления чеченского народа. Все согласны, я думаю. В-шестых, мы предполагаем работать над созданием объединения стран и народов единого Кавказского дома, начало которому заложили в 1992 году президент Джохар Дудаев и Зият Гамсахурдия. Перечисленные выше пункты, с этим тоже я полностью согласен, перечисленные выше пункты есть часть очевидных действий, активными участником которых президиум правительства Чеченской Республики Ичкерия себя видит. Представление о том, что кто-то огнем и мечом войдет в Чечению и установит там какой-то режим, нереальный и недопустимый. Мы считаем, чеченский народ положил на алтарь победы над путинизмом более чем достаточно жертв. 13 октября 2023 года. Президиум правительства. Цели и задачи. Мне кажется, здесь более чем четко, доходчиво, подробно нам объясняет действия и именно отражают, на мой взгляд, я вот этими вопросами занимаюсь, постоянно читаю, смотрю и так далее. На мой взгляд, это очень взвешенное, очень прочеченское, короче говоря, вот именно то, что нужно нам. Мудро, четко сделано. С этим я согласен. Так. Друзья, вот я вас прошу, если хотите, можете вырезать этот кусок. Сколько сейчас? Час 04, 23:04. Можете вырезать этот кусок и максимально его распространить. Это очень важно. Мы должны знать, то много у нас тут разных симулякров, имитаторов разной деятельности и так далее, и так далее. И это важно, очень важно, чтобы вы знали. Распространяйте, друзья. Сергей Иванович, канал Киевская Русь, сказал, что арабо-израильский конфликт можно решить на примере Чечни, то есть поставить гауляйтер и загнать туда огромные деньги. Другого решения Сергей Иванович не видит. Но Сергей Иванович очень плохо разбирается в наших делах, и, видимо, он где-то это что-то услышал и предлагает свое мнение по этому поводу. Ну и все, это для мнения вот Сергея Ивановича. Что я могу сказать? Если Сергей Иванович или кто-то другой думает, что вопрос
в Чечении закрыт, то я думаю, то, что я сейчас прочитал, и вообще в целом картина, которая происходит, ну, он далеко от той картины, которую представляют себе вот такие вот комментаторы. Поэтому как-то так, да. Так, давайте... Исламик, ой, а ты что, хорошо разбираешься в делах чеченцев же? Конечно, разбираюсь. В отличие от тебя, который занимается там, я не знаю, арабскими какими-то делами, я занимаюсь чеченскими делами. И поэтому, конечно, я разбираюсь. Конечно, разбираюсь. Так. Конечно, разбираюсь, Исламик. Исламик. Конечно, разбираюсь. В отличие от тебя, который ничем не занят, кроме как раскручиванием своего канала и занимается абсолютно бесполезными делами, чем ты занимаешься. Ну да ладно, пойдемте дальше. А что это, если ее днем с огнем надо искать? А что это, если ее днем... Кого это, Шадид? Кого это днем с огнем вы ищете? Так, через в любом случае суна саймаха арабо дош цадьес. Дошам сенсация даум дацуй, но ночью почалка юхой самогат тайш. Так, смотрите, это здесь эти откровенные такие выпады антисемитские нужно блокировать сразу же. Антисемитские, антиамериканские, друзья, блогеры, это чисто фашизм здесь распространяет. Так. Почему вдруг все проснулись и помнили, что власть, а что они делали десятки лет? Шадид, я не знаю, что они делали. Ты задай вопрос, что ты делал эти десятки лет. Вот это будет очень хороший вопрос для тебя. Потому что ты же тоже гражданин и тоже что-то должен делать. Да? И никто не проснулся. Например, президиум работает все время, Аят Эдигов занимается, Алла Дудаева занимается, пытаются. Но в отличие там, от других, которых там площадка предоставляется информационная, финансы предоставляются, их не убивают, их родственников не преследуют, у независимых, свободных людей большие проблемы возникают. А вот ты, Шадид, вместо того, чтобы что-то предпринять, вложить что-то, только критикуешь. Давай сделаем что-нибудь с тобой вместе, давай реализовываться. Вот, например, мне постоянно мне указывают, что мне делать, как мне говорить. Мне 46 лет, я старый человек, можно уже сказать, взрослый человек. И мне рассказывают, как мне говорить, что мне делать. Да, мне нужны советы, мне нужны подсказки, особенно если это умные советы, они бесценны. Но мне также нужно, чтобы кто-то еще эту работу делал. А почему-то все хотят, чтобы, не все, некоторые хотят, чтобы вот направить меня, а он дальше будет как бы такой сидеть и направлять. Вот точно так же касается и президиума. Я-то рядовой гражданин, а президиум это власть, которую, если вы помните, фашиста Невзорова, который рассказывал, что именно людей, которые стоят вот на этих позициях, их целенаправленно, не показывая, не говоря на весь мир об этом, целенаправленно их уничтожали, убивали всеми возможными способами. Всеми. Так что ищ душон. Так, Асан, видел, как Байден ответил на вопрос журналиста о том, потянет ли Америка, Израиль и Украину одновременно? Да, Макал, я видел, и он сказал, да, конечно, мы великая страна и легко справимся. И я тебе гарантирую, что он не соврал. Справится. Да, Путин отвлекает, да, но Украину, если сейчас Америка оставит, хотя, если честно, Украина сделала все возможное, чтобы ее оставили. Ее руководство, начиная там от министра иностранных дел и другими третьими лицами, не будем все называть, но делает очень много, начиная от коррупции, заканчивая
разными хамствами, которые здесь там появляются, для того, чтобы им отказали. Но я очень надеюсь, что этого не произойдет, потому что настоящая Украина, соль Украины, которая сейчас истекает кровью, они реально борются. И вот из-за некоторых вот этих вещей Украину так подставить, бросить на произвол судьбы, мне кажется, это недопустимо. Причем, мне кажется, даже если бы Украину оставили бы, она выстоит, Украина. Украина выстоит. Вот эту всю грязь, вот эту всю ненастоящесть, которая приклеилась к Украине, она будет отброшена, когда не будет денег, больших вливаний и так далее, останется настоящая, чистая останется борьба против фашистской России. И знаете, тогда можно будет определить, как по индикатору, когда будет отношение к чеченской теме. Потому что как чеченцы, фашиста Лубянского, Кремлевского, не знает никто. Да, украинцы по-своему знают, зная русский менталитет, русскую культуру, с этой стороны знаем. Мы знаем с другой стороны. И тоже не хуже и украинцев знаем и русский менталитет, и русскую культуру, и имперскую русскую культуру. Поэтому, как только мы увидим, что наш президиум приглашен в администрацию президента или Верховную Раду Украины, что мы открыли посольство в Украине, тогда мы поймем, что да, вот теперь Украина на самом деле настоящих врагов империи с ними имеет дело. Сейчас мы увидим, как Израиль тоже перестанет сидеть на двух стульях. Конечно, вы меня извините, но тоже, да, пытались людоеда ублажить, договориться с ним. Что вот если мы будем там с русскими заигрывать, если позволим Кадырову мечеть построить, приехать, показать таким образом, что вот смотрите, мы вашего вот этого людоеда считаем человеком и позволяем строить мечеть у себя на территории. Хотя это на палестинских землях, но это Израиле все построено. Ну вот, смотрите, евреи, израильтяне, смотрите, можно ублажать сколько угодно, но когда им нужно отвлечь внимание от Украины, и я абсолютно убежден, а сейчас вообще истерика началась у русских, что эту войну начали, там, что это Хамас, это террористы, это убийцы, начали говорить. Я абсолютно убежден, что за этим нападением на Израиль, я на 1000% уверен, что за этим нападением стоят русские спецслужбы. ГРУ, военная разведка, это в первую очередь, и ФСБ за этим стоит. Потому что как мозг, головной мозг. И лично Путин с Патрушевым за этим стоит. И думали, что можно с ними договориться, что вот там оставить их в покое, там закачать деньгами. Да, правильное решение там, например, закачать там газу деньгами. Если она свободна, эта газа, если она, руководство этого анклава, вот этот Хамас, если они независимы, если они свободны в своих решениях, да, тогда с ними можно договориться, дать им денег, дать им льготы, дать им социальную какую-то поддержку. И сказать, успокойтесь, дайте нам, ведь весь сыр-бор из-за того, что это Израилю не дают поставить свое государство. Правильно? Это же не арабам израильтяне запрещали государство иметь, это арабы запрещали израильтянам иметь государство. И вот этот сыр-бор весь сложился, и вот начали закачивать деньги, договариваться, пытаться как-то их умиротворить и так далее. А русским нужно, они пожар войны начинают. И сейчас, понимая, что если Хамас поддержал Путин и Кадыров, что мусульмане всего мира отвернутся от этой поддержки. И отводя от себя, как заказчика вот этого страшного террористического акта, совершенного против Израиля, на день рождения Путина, 7 октября 23 года, русские пропагандисты сейчас начали обильно поливать грязью Хамас, называть их террористами, фашистами и так далее. Первые дни они так не говорили. Но тот эффект, который добивались русские, как и тот эффект, когда они пытались захватить Украину за 3 дня, точно так же они здесь пытались
что сейчас волна поднимется, все арабские страны поднимутся, весь мусульманский мир поднимется против Америки, Израиля, Украины, и Россия справится. А не тут-то было. Нету уже дураков играть в эти. Да, есть Хамас, есть Хизбалла, есть там еще другие, там ЧВК Вагнер есть, ЧВК Кадыровцы есть. Много этих ЧВК у Путина, у Ирана есть. Но результата того, которого они ожидали, как и то, что они за 3 дня Киев возьмут, все украинцы убегут там и так далее, не случилось. И не случится. Воссоздать Советский Союз не получилось. И не получится. Как не получится там, поднять всемирный исламский джихад против всего мира, чтобы спасти, извиняюсь, 5-ю точку Путина. Чтобы вот Патрушева, вот эти престарелых, два вот этих, не буду выражаться очень некорректно, вот эти два мудака старых хотят сохранить свою жизнь, продлить свою жизнь еще немножко. Что этого не произойдет. И это очень-очень радует. Меня лично, например, это очень радует, что этого не произойдет. Поэтому да, Муллаха, все будет отлично, и поэтому можем не переживать. Ситуация меняется, в корне меняется. Да, возможно, еще будут теракты, невозможно, скорее всего они будут. Еще будут попытки дестабилизировать обстановку. Как мы знаем, Германия приняла очень строгие законы, все, что касается террористов Хамас. Всех, кто поддерживает вот этих террористов Хамас, не палестинский народ, который бедный, оказался инструментом в руках Хамас, Ирана, России. И кто поддерживает Хамас, кто поддерживает вот этих террористов, мерзавцев и подонков, те будут из Германии депортироваться. Я надеюсь, что не только из Германии будет придерживаться таких строгих мер. Будут все, кто поддерживает террористов, отправиться в свою любимую Рашку. И там будут, оттуда будут вонять на весь мир. Вот в этих комментариях, как они пишут. Так что вот такие вот дела, друзья. Вот такие вот возможности появляются, открываются. Ситуация изменится. Ситуация, я вот сейчас потерял комментарий, который вы мне тут писали. Поможет ли Украина? Потянет ли Америка и Израиль Украину? Поэтому я считаю, Макал, что Украина, Америка потянет и Украине помощь, и Израилю помощь, и мы все должны оставаться не в стороне, а принимать участие, и чтобы Украина немножко, ну, хотя бы уже столько жертв понесла Украина, хотя бы сейчас осознать, что половинчатыми мерами никогда вы эту Россию не победите. Вот нужно железные меры принимать. Вот железнейшие меры просто. Всех этих Фейкиных, Арестовичей, всех их гнать просто метлой поганой, просто со всего вот этого информационного пространства. И потому что эти люди не приносят пользу. Здесь стоит вопрос, как у Израиля. У Украины стоит вопрос, как у Израиля. Будет Израиль или нет? Будет Украина или нет? Вот вопрос. Понимаете? Не будет Украины, если Украина проиграет. Не будет украинских националистов. Будут днем с факелами искать, днем с факелами, искать с фонариками, находить и вешать этих всех украинских националистов, всех украинских патриотов, всех, кто кусочек хлеба дал. Я вам подробно расскажу. Я вот как раз занимался этими вопросами, когда наших партизан там защищал, когда защищал тех пособников, так называемых НВФ, незаконных вооруженных формирований, как русские называли наше сопротивление. И я могу подробно рассказать, что грозит украинцам в случае, если они проиграют. Поверьте, вам превратят в ад, из вас сделают
исчадие ада. Вами будут пугать детей. Вы будете самыми худшими созданиями на этой земле. И, конечно же, вешать, 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 топить, вешать, убивать, расстреливать, насиловать, сажать. Просто это музыка для них, для их ушей, услада для их душ. Убивать людей, пытать людей. Вы не представляете, как они наслаждаются этим. Они стремятся, им денег даже не нужно. Вот дайте человека пытать, содержать его, чтобы он умолял, чтобы его не пытали, или что умолял, чтобы убили. Они от этого просто невероятное удовольствие получают. Вот что ждет, если... Но этого не произойдет. Дал-мула. Дал-мула. Будем надеяться. Юзер, взаимно. Как вы видите, друзья, на протяжении всего стрима и этого, и прошлого, и на чеченском языке, люди, которые служат России, которые за деньги пишут комментарии и являются просто позором чеченской нации, не перестают писать эти комментарии. Как вы видите, если бы они были бы обижены на меня за то, что я поддержал Израиль против террористической атаки фашистов, террористов, обидевший человек зашел бы, сказал бы гадость, сказал бы какое-нибудь оскорбление и ушел бы. Но нет, эти вновь за разом, вновь, раз за разом, вновь и вновь пишут комментарии. Это делается для чего? Для того, чтобы отвлечь нас, отвлечь от нашей позиции, сбить меня, как там, чтобы я там не занимался своей деятельностью и так далее, и так далее. У них ничего не получится. А вам, друзья, очень наглядный пример, как одни и те же, или я их блокирую, некоторых снова заходят, пишут отвратительнейшие вещи просто. И таким образом они хотят меня как-то дезориентировать, ну и вас отвести, потому что вы посмотрите. Ни одному таких комментариев в таком количестве, на протяжении которого стрима днем и вновь не пишут. Понимаете? Это говорит о том, что эти люди, с позволения сказать, продались за 30 серебряников. И они ненавидят меня за мою прямоту, за мою честность, о том, что я их называю тем, кем они являются. Подхолопниками я их называю. И они не могут сказать: Аслан, да, мы подхолопники, а ты мерзавец, подонок и плохой, и мы тебя там убьем. Они так не могут сказать. Они не могут чеченцу в чеченском обществе сказать, что быть с Россией это нормально. Понимаете, если чеченец молчит, есть чеченский народ, который сейчас загнан просто в каменный век, там тоталитарный режим. Если этот чеченец молчит, это не значит, что он с этим согласен. Но если кто-то объявится и начнет говорить, что Путин молодец, там Россия нас спасла и так далее, чеченцы миллион доводов и фактов приведут, что это не так. И сейчас, пользуясь тем, что я поддержал Израиль против террористов Хамас, они, прикрываясь Богом, прикрываясь религией, начинают писать вот эти комментарии. Причем комментарии, где мат-перемат и рядом упоминание Бога, Аллаха, там каких-нибудь там святых вещей и так далее. И вот вам ярчайший пример для истории. Смотрите, наблюдайте, как трусы никчемные, побоявшись прямо сказать: да, мы за русских, мы будем драться, или за деньги мы, плевали мы. У них не хватает духа это сказать, потому что они вот из-под этих ногтей фигня, понимаете, грязь из-под ногтей. И им нужно вот только вот, пользуясь вот этим случаем, они могут что-то писать и говорить. Ну что ж, я вам скажу, что вы делаете мне отличную рекламу. Все, что вы говорите, уйдет, а все, что я говорю, останется. Вот и вся разница. И мой чеченский народ не станет палестинским народом, как которому ваши хозяева, ваши господа, хотят уготовить судьбу палестинского, бедного, многострадального палестинского народа, который оказался в лапах самих же арабов, которые сами не воюя, да, если посудите просто сами,
Если вы так сильно ненавидите Израиль, если вы так готовы умереть, в рай пойти, все такое, у вас там какие-то обиды, тогда сразитесь и покажите себя. Но они не показывают этого. Но если вы не можете сразиться, если у Израиля сил достаточно и мотивации достаточно, то отступите. Отступите и скажите: хорошо, мы признаем ваше право. Вы вырвали у нас зубами это право на свое существование. И этого они не говорят. А подло, низко, ничтожно. Вот этот народ, арабский народ Палестины, который там проживает, его оставляют в заложниках, не помогая ему, открывая сейчас границы. Сегодня Египет сказал, вчера, позавчера сказал: мы не открываем границы, чтобы народ Палестины сражался. Представьте. Этим самым они и конфликт не решают, и не делают ничего, потому что сами не заинтересованы в этом. Они заинтересованы сдерживать Израиль. Вот этой своей группой арабов, которых они приносят в жертву, они тем самым сдерживают Израиль. Они, ну как они так считают, они его сдерживают. А на самом деле они делают его сильнее, этот Израиль. Он уже намного сильнее. Потому что если бы не было военной угрозы, может, израильтяне расслабились бы вообще. Да, они несут потери, колоссальные потери. Но это теперь нация воин. Теперь, как раньше Гитлер в 40-х, 30-х годах, теперь так с ними не поступишь. По крайней мере, это придется очень сильно постараться. Просто так сейчас уже в печах не сожгешь евреев. Понимаете? И все удивляются: а как ты что, евреи ответили? Извините, а почему чеченцам можно защищать свое право на существование, а евреям нельзя? В чем они отличаются? Почему курдам нельзя иметь свое государство? Ни один чеченец не может, в какую бы угоду это ни говорилось, не может отказывать никому в праве на государство, которому самому отказывают в праве на государство. Мы можем отказывать в праве на государство только в фашистской России, которая нам запрещает это государство свое установить. Другим, ну, просто морального права мы не имеем. Конечно, и палестинские арабы Палестины имеют право на свое государство, но также и израильтяне имеют право на свое государство. Вот эти вещи, которые нам пытаются использовать, благодаря этому защитники Кадырова и Путина оказываются на одной лодке. Я счастлив, друзья, что я не оказался с Кадыровым и с Путиным в одной лодке, в одной упряжке. И мне очень приятно, что я на стороне справедливости и объективности. Понимаете? Мне говорят: тебе там евреи, ты там еврей, там, или там еще что-то, там, третье, десятое. Вы любой можете проверить, что еврей я или нет. И дело не в евреях, не в американцах. Я не за американцев, не за евреев, не за украинцев. Я за чеченцев. И я знаю, что чеченцам лучших союзников, чем израильтян и американцев с украинцами и грузинами, не найти просто ни в одном арабском мире. Это мое глубокое убеждение. Мы это видим по развитию стран, по технологиям, по культуре просто, ну и помощи, которые нам оказывали. Те, которые, казалось бы, должны нам оказывать. Правильно? Как-то так. Так что вы можете писать все, что угодно. Вы ровным счетом ничего не стоите, и вы перхоть, которая исчезнет, да, в истории. Давайте почитаем комментарии. Невзоров до сих пор скрыто пропагандирует Кремль. Конечно же, Невзорову, тот, кто дал гражданство Невзорову, тот, кто приютил Пономарева, это люди, которые являются, ну как минимум, пособниками России. Большего ублюдка, большего врага
для Украины, чем Невзоров, придумать было невозможно. Репутационный удар, который в глазах только лишь одних чеченцев, не говоря о стран Балтии, который также Невзоров отметился, просто одних чеченцев, которые я лично пропагандировал, поддерживать Украину. Просто вот одним щелчком Зеленский, Геращенко, Арестович и Подоляк просто вывели самого матерого пропагандиста в Украину, дали ему гражданство, дали ему площадку, и сейчас он вещает. Мы его посадим, Невзоров, Санек, мы тебя посадим. Мы 100% сажать тебя в суд будет, привлечем, посадим на скамью подсудимых. Ты будешь нести ответственность за все, что ты делаешь. Но на сегодняшний день репутационный удар для Украины был просто колоссальный. Просто и это был такой удар для меня. Я был потрясен. Я думал, я искренне верил, что Украина борется, руководство Украины. Без зазрения совести сидит этот Геращенко, Арестович и несут чушь, что какой-то Невзоров какой-то там этот. Это подонок и преступник. Украина станет настоящей и свободной, когда Невзоровых она вытурит или привлечет к ответственности. Когда Чеченская республика Ичкерия будет принимаема и иметь посольство в Украине. Когда Александр Сотник, который очень много, на мой взгляд, сделал для Украины. На мой взгляд, он сделал больше, чем кто бы то ни было для Украины. В информационном пространстве. Эти разные Фейкины, кто там, Невзоровы, там все вот эта муть, которую Украина к себе приняла. Они не сделали даже тысячной доли то, что сделал Александр Сотник. Еще до начала войны, до начала широкомасштабной войны, до начала вот этой первой войны 14 года, 15 года событий. Александр всегда принципиально придерживался. И когда мы увидим на украинских каналах Александра Сотника, Ахьяда Идигова, Аллу Дудаеву, там, Бориса Стамахина, ну тогда я поверю, что эта страна реально борется с империей. А пока это не на 100% выкладывается в Украину. Вот так я это вижу. А что вы скажете, если после войны Украина устроит саботаж чеченского народа и обвинит во всем? Ну, я скажу, что это в принципе невозможно нас во всем обвинять. Ну, по крайней мере, не наша армия же нападала. А то, что такие поползновения были вот в том направлении, в котором ты говоришь, тиктокер, я это видел. Перед началом вот этого широкомасштабного вторжения украинская власть внесла в санкционный список батальон шейха Мансура. Вот тебе здрасте. Но много таких моментов было, которые выдавался, например, Тимура Тумгоева, ингуша из БШМ, выдали фашистской России, 18 лет. Колоссальные пытки человек перенес, сейчас 18 лет осужден. Там еще других там депортировали, там выявляли. Я не знаю все детали, что, почем, как, но я знаю, что в Украине действуют люди, которые абсолютно прорусски настроены. Абсолютно. Ну, идет зачистка сейчас и Англия, на которую я возлагаю, и Америка, на которых я возлагаю большие надежды. Именно что вот зачистит это КГБшное, ГРУшное, вот эту грязь уберет. Но для этого нужны время. Это очень сложный процесс. Но зачистка идет, я вижу, меня радует, что там происходит. Очень много этой агентуры там, но работа ведется, и Украина выстоит. Да, вот, даже если не будут помогать. А может на какое-то время помощь перестать поступать. И украинцам за свой ресурс, за своими силами придется сражаться. Такое тоже возможно. Америка и Англия могли вообще не помогать Украине. И все равно же пришлось бы Украине драться. Пришлось бы мобилизоваться. Пришлось бы. А что делать? Другого выбора у Украины не было. На нее напали, ее же не спрашивали, с ней не пытались договориться. Это она пыталась договориться, отдав даже часть своей территории. И Крым, и Луганск, Донецк. Про Крым вообще не говорили, если вначале вы помните.
Вообще не заикались даже, когда даже признали, присоединили к фашистской России, аннексировали. Молчали, потому что пытались как-то договориться, как Израиль с Россией пытался договариваться, вот точно так же и Украина пыталась. Все всячески договариваться. Выбора не оставили. Теперь дерется. И вот сейчас, вот смотрите, такая же ситуация, как с Израилем. Россия нападает на Украину, пытается ее захватить. То есть, в чем была задача Путина? Денацификация и что там было? Разоружение было, да? Денацификация и демилитаризация, да, разоружение. Не смогла фашистская Россия. И тогда что делает Украина? Освобождает свои территории, заходит дальше, там Белгородскую область, допустим, Орловскую область, занимает эти территории, чтобы Россия там, ракеты не долетали. У России помощнее, чем у Хамас ракеты. И останавливается. Нарушает международное право Украины? Нарушает. Нарушает Израиль международное право, выходя за территорию, которая ей обозначена ООН? Конечно, нарушает. Если же ООН обозначил, она вышла за территорию. Это автоматическое нарушение. А что сейчас делать Украине? Если ей нужно свою территорию обезопасить, свое население, своих граждан защитить, что ей нужно? Она захватывает Белгородскую область, делает из этого такой преграду для этих ракет там дальних, которые летят, для агентуры и так далее. Да, и она нарушает международное право, потому что Белгородская область это часть России в соответствии с международным правом. Проходит там 20, 30, 50 лет, и белгородские какие-нибудь партизаны начинают говорить: а вот, ребята, знаете что, в соответствии с резолюцией ООН, там, с решением ООН, Белгородская область это Россия, мы будем драться за свою свободу и независимость. Вот приблизительно то же самое происходит в Израиле. Им не дали построить свое государство, сказали: мы вам дадим по лбу, по голове настучим. Зашли, не настучали, не получилось, не смогли, объединились все, но не смогли. Бежали, и вот Израиль захватил и дальше расширяется. Да, если Израиль нарушает международное право, нарушает гуманитарное право, нарушает права человека, правила ведения обычая войны, совершает военные преступления, нанося, например, какие-нибудь массированные удары по скоплению, где находится, например, гражданское население. Эти вещи мы должны осуждать. Для этого мы должны постоянно мониторить ситуацию, посмотреть, помогать. И это и Израилю помогать. Если он будет совершать преступления и скатиться до вот этих ужасных преступлений, которые будут считаться нормой, то все, Израиль потерян как демократическое правовое государство. А если он будет соблюдать, несмотря ни на что, хоть и тяжело, как бы это же не просто так это международное право придумано, то тогда это государство станет и сильнее, и мы сможем играть по каким-то правилам, как мир играет по каким-то правилам. Вот поэтому мы должны эти вещи наблюдать, всячески смотреть и не отказывать Израилю в праве на существование. А вопрос о существовании арабского палестинского государства, он и не стоял никогда. Это право у них было. Это они отказывали. Хамас отказывал всегда в праве. И многие арабские страны отказывали в праве Израиля на существование. А я, как чеченец, я не могу отказывать ни Израилю, ни курдам, как бы это туркам не нравилось. Не могу я им отказывать. Потому что если я откажу Израилю, я откажу курдам, я откажу другим, кто пытается установить свое государство, Украине, например. Я скажу: нет, вы часть России, Советского Союза, не имеете вы права. Почему я так не могу сказать? Украинцы же так про нас говорили. В соответствии, если исходить там из устава ООН, да, как формировалось, Украину, могу, да, бред, конечно, допустим. Зачем это? Не могу я никому отказывать в праве на государство. Каждый имеет право на государство. Каждый народ, у которого есть своя земля, свой язык, они имеют право на свое государство. Поэтому
В этом русле должны двигаться мы. Это интересы чеченского народа, как я это вижу, как я это понимаю. И я буду это отстаивать. А услужить каким-то китайцам, которых сейчас нам будут навязывать, сейчас там будут нам рассказывать про Среднюю Азию, будут рассказывать про Восток, восточные государства, которые мы должны прислушиваться, там еще третье. Это мы тоже, этому тоже мы скоро, чеченцы, увидите, подойдем. Что мы должны ориентироваться там на Китай, там на, ну, кого там еще, какие-нибудь там другие страны. Нет, я считаю, что мы, чеченцы, и географически, и ментально, и расово, хоть это никак не имеет отношения, находимся на территории Европы, являемся кавказоидной расой, являемся культурно, ментально кавказцами, имеем свою нацию. И нам нужно создавать свой дом, ориентироваться на Запад, на Соединенные Штаты Америки, на Германию, на Великобританию, на Францию. Это те страны, у которых есть мощнейшие технологии, у которых есть огромные экономические возможности, которые будут и нам полезны, огромный образовательный, научный потенциал, который мне, как чеченцу, которому сегодня не хватает интеллектуальных личностей на этом поприще, просто мечтаю об этом, чтобы все наши люди получали высшее образование, учились в вузах, в лучших вузах Запада, ну и так далее, и так далее. Как-то так, друзья. Так, Jewish, вы не будете, вы им ничего не докажете. Это люди на работе. Они не слышат аргумента. Или это психически нездоровые люди, или это люди на работе. Поэтому вы, не будете, вы им ничего не докажете, Jewish. Поэтому просто вслед за русским кораблем все идут. И все. Вместо того, чтобы, если бы эти люди были бы искренни в своих намерениях, что вот обижают мусульман, палестинцев, там обижают. Если бы они были бы искренни, они бы были бы в первую очередь искренни по отношению к чеченцам, над которыми совершен геноцид, и чеченский народ находится в заложниках. И еще это якобы их нация, которая пишет. Хотя много русских в ФСБ, например, с начала Первой русско-чеченской войны обязательная дисциплина в Академии или Шарашкина контора ФСБ, так называемая Академия ФСБ, там обязательно дисциплина чеченский язык. Чеченский язык. Поэтому несколько там комментариев написать, мат-перемат написать, это не составляет труда. Сидят и строчат и так далее. Ну и, к большому сожалению, есть предатели. Предатели. А так, вот Ахмад Кадыров тут еще нам зарисовался, да. Почему-то вот эти все палестинские Ахмад Кадыровцы, они все вокруг, короче. Ну вот делайте выводы, друзья, просто, чтобы вы понимали. Поэтому им объяснить, доказать что-то, в принципе, невозможно. Это люди, которые будут гадить до тех пор, пока вот у них есть возможность. Вот и все. Ровным счетом это ноль. Так, давайте дальше немножко еще посижу с вами, друзья. Чири, ты понимаешь, так, это не мне, это не мне, это не мне, я перемотаю. Так, Андро Катерелли, что вы думаете о так называемых ваххабистах, которые возникли в Кавказе, в Грузии в том числе? Являются ли они распространителями проарабской политической идеологии? Да, дело в том, что именно эта ситуация, политический ислам, который нам пытаются навязать, есть разные направления этого политического ислама. И вот течение ваххабизм, оно открыто, прямо проповедует захват власти,
Причем они оправдывают любые действия при захвате власти, что вам нужно просто захватить эту власть. И вы уже автоматически становитесь легитимными. Сегодня вы захватываете, например, власть, Андро, и вы легитимен. Завтра я оказался удачливее вас, захватил у вас власть, я уже легитимен. И так может до разорения просто, до истребления всего народа продолжаться, пока одна кучка будет убивать другую кучку, захватывать власть. И да, и в том числе у вас в Панкисии очень сильно распространена и эта идеология. И знаете, эта идеология, я не говорю про всех, конечно же, там есть люди, которые искренне заблуждаются и верят в то, что они делают, но руководство вот этой идеологии, которая нам навязывается из фашистской России, оно очень тесно связано с российскими спецслужбами, с ГРУ и с ФСБ. И у вас в Панкисии это не исключение, на мой взгляд. Где появляется большое количество вот этих деятелей, то вначале это были там, свободные люди, агентура, вперемешку со всем, там, потому что все изучали, новое знакомились, изучали. Но сейчас, когда религиозный вопрос, исламский религиозный вопрос в России взят под полный, тотальный контроль, взяты не просто вот эти тарикатчики, суфисты, также взяты ваххабисты, потом кто там сейчас в Крыму, то что хизбут-тахрировцы, это тоже политический ислам, но они не насильственным способом. Хизбут-тахрир тоже политический ислам, но они призывают к ненасилию, безнасильственным способом. А вот ваххабизм, он более такой радикальная форма, и они призывают, чтобы брали вот жестко рубить головы, там, третье, десятое и так далее. Поэтому это является политической, да, идеологией, и она представляет, она находится, выявить обычно, как бывает, лидер у них может быть как работает на российскую разведку, так и не работать на российскую разведку, но всегда за ним, рядом ему на ушко, нащупывать тот, кто работает на российскую разведку. И обязательно они с арабским миром тоже очень связаны бывает. Это у них такая единая такая концепция. Они планируют, знаете, как этот принц Саудовской Аравии сказал, что они хотят составить конкуренцию Европейскому Союзу, Арабский Союз такой объединить. Речь не о мусульманах, хотя используется вот это религиозное течение ваххабизм, используется исламская риторика, исламские вот эти все вопросы, но когда речь заходит о установлении арабского государства, речь идет не о мусульманском государстве, где президентом или халифом может быть чеченец, грузин, мусульманин или кто-нибудь другой. Нет, только арабы. Только арабы. И вот вроде бы нам декларируется, что говорят про ислам, про мусульманство, но когда начинают реально речь о строительстве, о льготах, о выгоде, да, которые будут извлекать из этого образования нового, то речь идет там о Катаре, о Саудовской Аравии, там, только лишь об арабских странах, что вот они должны объединиться в пику Европейскому Союзу. И это проблема, которую нужно каким-то образом вытаскивать оттуда, вот эти стержни, связанные с КГБ. И остальные, они из себя ровным счетом не представляют военной угрозы. Они тогда будут мирными, как те же Хизбут-Тахрир или кто-либо другой. Но вот КГБ, ФСБ, которые их подначивают, оно не дает им возможности мирно существовать. Ассаламу алейкум, брат из Тбилиси. Можешь по-братски кратко рассказать, что ты думаешь об Абхазии? Ва алейкум ассалам. Но, знаете, я не хотел бы обижать абхазов, потому что ни говори, эти люди тоже оказались, как и палестинский, арабский народ Палестины, обманут и оказался между молотом и наковальней. Если можно наковальней назвать там Грузию, например, или молотом назвать. Но я никогда не видел, как верно сказал Аслан Масхадов, никогда не видел независимости,
убегая от грузин и попадая в полную зависимость и рабство, фактически рабство фашистской России. Но если выбирать, даже если это было рабство, а рабство никогда не было по отношению к абхазам со стороны грузин, даже если выбирать рабство, то можно было выбрать грузинское рабство, чем российское. Поэтому, конечно, это никакая не была не свобода, хотя в начале всем казалось, что да, они борются против Шеварднадзе, КГБшника Шеварднадзе, который пытается восстановить там имперские вот эти начала, и что абхазы имеют право на свободу. И они имеют, как и евреи имеют, и курды имеют, и любой, как ингуши имеют право отделиться от чеченцев и жить своей страной. Каждый народ имеет право. Или даже если эта народность уже осознает себя народом и начинает так себя вести, и они даже имеют право. Говорят, я за это. Но если вы отсоединяетесь для того, чтобы стать, я не знаю, черной дырой или там бандитским анклавом для самого бандитского преступного государства во вселенной, Российская Федерация, так называемая Федерация, но то это ничего хорошего абхазы не нашли с этого. И я думаю, абхазам сейчас, по истечению огромного срока, по тому, что сейчас мы много увидели, узнали, как все это происходило, абхазам нужно искать с грузинами общий язык, договариваться. Время много прошло, уже некоторые вещи уже и боль, хотя не прошла, но смягчилась. И нужно договариваться и объединяться. И если мы будем объединяться в единый Кавказский дом, как нам говорит об этом президиум нашего правительства, как об этом говорил Джохар Дудаев, Зviad Gamsahurdia, то нам нужно искать пути соприкосновения. Я думаю, мы найдем эти. Есть адекватные абхазы, нормальные люди, которые все поймут, и мы сможем договариваться. Наш свет, наши продукты там. Да, а было немного по-другому, когда в состав Грузии входили. Да, Абхазия была курортным местом, эти апельсины на весь Советский Союз продавали. А сейчас это просто, ну, я не знаю, джунгли. Просто посмотришь, просто стыдно. Шеварднадзе играл на руку России, он спровоцировал войну для русских. Да, вполне, Норрис, я абсолютно с тобой согласен. Шеварднадзе, как КГБшник, вел себя так, как полагается КГБшнику себя вести. Так, ты считаешь, что Абхазия это Грузия? Я не знаю, как считать. Сейчас я не хочу обидеть абхазов, которых у меня немного знакомых. Вообще нет, если честно. У меня грузин больше и сторонников, и помощников, и знакомых, подписчиков. Но при всем при этом я бы хотел, чтобы это было бескровно, и чтобы вы договорились. Федерация это будет, как бы, что бы там ни было. И те мингрелы, и другие люди, которые были изгнаны из своих домов, они были восстановлены в правах. Вот этого я бы хотел бы. Это обязательное условие. А так, я думаю, что если мы объединимся в большой Кавказский дом, где не будет границ, ну, абхазам в любом случае придется взаимодействовать с Грузией, а Грузии придется взаимодействовать с Абхазией. Вот как-то так я хотел бы это сказать. Кавказ без России будет. Совершенно верно. Совершенно верно. Да, мы тоже не хотим войны и решить все мирно. Вот я знаю, что у вас в это есть понимание этого, и я полностью у вас в этом поддерживаю. Так, я на стороне грузин. В этом вопросе я на стороне грузин. Хотя вы видите с оговорками, с моим представлением об этом, с уважением к абхазам, абхазскому, и вам, грузинам, придется уважать. Потому что, ну, по-другому у нас на Кавказе быть не может. Мы все должны друг друга уважать. Потому что наши обиды, они на 100 лет затягиваются. Маленькие даже конфликты, они 100 лет мы друг другу вам бросаем это в лицо. Поэтому мы очень дипломатичны, очень сдержаны должны быть во всех своих решениях, словах,
действиях. И уже и так много чего нам Россия помогла наделать. Поэтому придется все это потихонечку разруливать. Я сам Абхазия считаю, что Россия наш общий враг. Вот вам пример, видите. Абхазов у меня немного бывает на каналах. Вот, спасибо тебе, что ты сказал это. И спасибо, что так думаешь. Насчет конфликта с Южной Осетией. Что думаешь? Даже сами осетины с Цхинвали говорят, мол, при Грузии. Ну, это, конечно, совсем другой разговор. Это была чистая провокация, и никакой Южной Осетии без Грузии быть не может. Территория Грузии, и это даже не обсуждается. Это была просто провокация. Это был Абхазия, тогда у Абхазии зарождался дух свободы, тогда такое веяние было, все стремились к свободе, к независимости. Грузия вышла из, по факту развала Советского Союза, получила свою государственность, мы получили свою, там, 3-й, 10-й, иначе. И Абхазия. А то, что было с Южной Осетией, ну, это чисто бандитский откат, в который сегодня Абхазия превратилась. А уже к тому времени Южная Осетия. А вначале Абхазия была нормальным, развивающимся, таким цельным, стремящимся к свободе государством, которое, ну, в итоге обманом, запугиванием, подкупом 100%, без этого у русских не бывает, не обошлось. А Южная Осетия это совсем другой вопрос, совсем. Они даже не бились ни за свободу, даже не было вот этих мечт о свободе, даже не обсуждалось это. Это была чисто провокация, чтобы оккупировать Грузию, чтобы помешать Грузии развиваться. В определенной степени на время им это удалось, но не все, ничего не вечно под луной. Религия это дело индивидуально, для своей души. Никто не ляжет в мою могилу и не будет за меня держать ответ. Совершенно верно, Амзат, абсолютно так. Я заметил в книгах традиционного ислама издание всегда было Москва или Казань. Выходит, раньше гибня учила раньше исламу. Конечно, все, что они пишут, они нам вот это все выдают, понимаете? Конечно. Все религии в России под контролем. Нету никакой свободы там христианской, русской православной церкви, иудаизма, там, духовного управления мусульман, буддизма. Нету этого, там нет свободы. Это все тотальный контроль. А ислам это еще было орудием, последние вот эти десятилетия было орудием для достижения своих каких-то политических, каких-то других своих целей для фашистской, имперской, КГБшной России. И, конечно же, ислам был полностью взят под контроль. Остан, зависает или это у меня одного? Нет, вроде не зависает. Нет, Остан, новчи, европеоиды. Да, европеоиды, европейская раса, это говорят больше в России. На самом деле в мире принято это, немецкие ученые ввел этот термин в оборот. Нету европеоидной расы. Изначально она всегда везде, и даже в Америке, обозначается как кавказиоидная раса. То есть мы, белые люди, европейцы, считаемся выходцами с Кавказа. Если вы обратили внимание, в Америке, когда идет какая-то погоня за каким-то человеком, за белым мужчиной, они говорят Caucasian race, кавказская раса. Про black они, про черного могут сказать, про других там как-то. И про белого мужчину или женщину они говорят кавказская раса. И так принято, вот о чем я имею в виду. Это ничего не значит, что европейская раса или кавказская раса, она лучше или чем-то выделяется. Нет, это как факт, я говорю, ничего не значит. Ни перед какой расой, ни выше европеоидная, кавказиоидная раса. Даже сейчас узким не нужен мир на Кавказе. Им нужны споры, наркоторговля, беспредел, чтобы снимать это на камеру, таким образом вещать правду. Вот идея узких. И бесит, когда человек живет нормально. Да, им нужно, чтобы мы не развивались и питаться. Вы знаете, паразиты есть. Да, паразиты есть. Растения паразиты есть, животные есть, насекомые есть паразиты.
Это паразиты, это самый настоящий паразит, который питается за счет других. Причем, знаете, паразит может и иногда приносить пользу, да, выпивать какую-то грязную кровь, например, пиявки могут питаться нашей кровью и нам приносить еще пользу. В отличие от таких паразитов, которые могут приносить пользу, Россия не просто немножко берет этой крови или берет плохую кровь и тем самым нам помогает. Россия выжимает все. Каждые 50 лет она уничтожает народ, дает этому это два поколения. Сперва вот уничтожает одно поколение, этот человек рождает сына, уже у него ни дома, ни денег, ничего не осталось, если жив остался. Вот у него начинает расти ребенок, он вкладывает это все в 25 лет, пока он вырастет, вкладывает в него, потом еще 25 лет уже внук, второе поколение, после вот этого события, которое Мамаев, вот это нашествие Мамая произошло. И когда уже второе поколение уже крепко начинает становиться на ноги, когда у него есть уже дом от отца, там капитал от отца, от деда какой-то, который накоплен, их опыт, их знания, какой-то бизнес, какие-то дела. И в этот момент приходят русские, уничтожают все под ноль, тем самым они, конкуренция нации у них это называется, они тем самым эту нацию опускают опять на дно и еще грабят. Ведь все российские войны, которые проводятся, почему русские охотно бегут на войну, это мародерские войны. Это можно насиловать, они все вокруг себя, внутри себя, прекрасно военные, кто идет на эту войну, понимают, для чего они идут туда. Это безнаказанно насиловать и убивать, почувствовать, ты чмо просто, всегда был чмом у себя в городе, у себя в районе, в школе, ты вообще ничтожество был. И вот тебе дается возможность, это мечта, приехать куда-нибудь в Украину, Ичкерию и заставлять людей там просить пощаду или выносить все золото им отдавать, просить пощаду, чтобы их не убили. И вот он себя считает героем. И вот все русские войны, они ведутся с целью ограбить, это в первую очередь ограбить, но и вдоволь получить, удовлетворить свои садистские наклонности, которые имеются, что нечего скрывать, имеются. Так, давайте. Асан, когда в государстве нет свободы вероисповедания, тогда и религию используют как политический инструмент. А это бывает обычно в диктаторских государствах, особенно молократических. Молократические, не знаю, да, само, в принципе, конечно, я с тобой согласен. Нам нужен общий экономический рынок. Любой кавказец должен свободно начать свой бизнес в каждой стране Кавказа. Это сделает нас независимыми игроками в мире. Это будет настоящий кавказский дом. Абсолютно, Андро. Мне кажется, если же у нас получится вот то, что нам сейчас президиум говорит, то, что Джохар Дудаев и Зviad Гамсахурдия планировали объединиться в единый кавказский дом, мне кажется, это уважительно, на правилах, жестких правилах. Мне кажется, мы можем быть примером для всего человечества, как развивать государство, как строить внутренние взаимоотношения. Мне кажется, весь мир хотел бы посетить. У меня такое ощущение, весь мир хотел бы приехать к нам на Кавказ, быть у нас в гостях, быть туристами. И это, мне кажется, это наступит. Я такое удовольствие получаю, когда просто начинаю это представлять, что это просто невероятно приятно. Поэтому я думаю, все у нас получится. Дармула. Давайте дальше, друзья. Выражение раса кавказон мне очень понравилось узким, вот поэтому не прижилось в раске. Да, совершенно верно. Представь, если бы русские, которые считают себя самыми главными, что мы это второй, третий, кавказцы это там третий, четвертый сорт у них.
Второй сорт это украинцы, белорусы там, и так далее. И они называют там в школе учат не европейская раса, говорят, а кавказская раса. А тут сидит третий, четвертый сорт или пятый сорт, которого все так считают у них в голове. Прямо ему лицо нету вот так-то. Не каждый отваживается это говорить, но считает. И тут сидит этот четвертый сорт, пятый сорт, а он оказывается прародитель их всех. Не клеится. Поэтому назвали европеоидной расой. А так это кавказская раса. Аслан, они в фашистскую Российскую Федерацию то же самое делают со своим народом. Их народ был и есть рабом. Абсолютно это согласен, абсолютно полностью согласен. Русский народ также страдает. Но дело в том, что русский народ как таковой, его же не существует. Это же разные народы, которые объединились в русский народ. Так вот, этот русский народ, это тот народ, который согласился с этим. Вот то, что над ними делают, самое ужасное, даже не то, что над тобой это творят. Самое ужасное, что ты согласен, принимаешь эти правила игры. Вот это есть вот самая опасная черта, которую русские, вот они согласны. Они согласны защищать этот свой режим. Вот этот жестокий, их же взрывающий. Где в мире еще возможно, чтобы ваших же граждан, самых незащищенных, женщин, детей, спящих в своих домах, взрывают? Об этом все русские знают. Все просто. И генералы знают, и офицеры знают, и все, кто может в руках оружие держать. Но они никто не вякает, потому что они считают, что такой режим это нормально. Если власть их уничтожает, значит власти это нужно, значит мы должны придерживаться. Это очень страшно. Это очень страшно. А так русский народ один из самых, вот я считаю на первом месте чеченцы, которые страдают от всю свою историю от русских. А вторые это сами русские, которые идут, которые страдают от этих русских. Но их это устраивает, а нас нет. Вот наша разница. То, что белую расу называют кавказоидной, это не предмет гордости, это даже не наша заслуга, просто так сложилось. Совершенно верно. А если мы кавказцы построим государство с западным ценностям, то это другой разговор. Так, Аслан, нет политического ислама. Если исламисты занимаются политиком, то это не ислам, а политика. И наоборот, это признанное, причем самими же иджмаа исламистами-мусульманами. Чирей, ну, мне нечего тебе возразить, да, ты прав, я думаю. Аслан, да, а так будет на зло врагам. Да, мула, сенсация, да, мула. Да, я тоже так думаю, что Кавказ очень примечательное место туристов. Дагестан, Грузия, Ичкерия. Да, весь Кавказ, Самура, весь. У нас очень красиво. И знаете, даже не столько пейзажи, красота, все это у нас есть. И озера есть, там, и горы есть, там, и лыжные, горнолыжные, все это у нас есть. Сам менталитет кавказцев, он очень расположен к гостеприимству. А это, знаете, как, когда вы приезжаете в чужую страну, и просто вас как будто родного принимают, это так запоминается. Например, есть здесь, например, здесь учат специально, чтобы так было, там, в Германии, в других третьих местах, в туристических местах, что вот без вас жить не могут. А у нас это так реально, в культуре так. Если ты гость, то тебе такое уважение. И, конечно, если это все мы будем делать, то влюбятся все в наш Кавказ. А наша задача, чтобы все влюбились в наш Кавказ. Чтобы его не боялись, а любили. Чтобы он был картинкой такой мечтой был всех. Вот сейчас наступят каникулы, срочно полечу там в горы там Кавказа на 2 недели, на неделю, там еще что-то. И так далее, и так далее. Это все нам еще предстоит, друзья, делать. И это очень интересно будет. Очень-очень. Нас ждут великие дела, друзья. Нас ждут величайшие. Мы на пороге грандиозных изменений. Не знаю, кто из нас доживет до этого. Это год, 2, 3. Вот это все сейчас происходит. Это, ну, наверное, такие события раз в 100 лет происходят. Может быть, еще реже. И тот режим, который установится, новый миропорядок, который установится, он будет на 100, на 200 лет, вероятно, установлен. Ну, посмотрим, не будем загадывать.
Ну, как-то так. Аслан, пойми правильно, рабы по-другому мыслить не могут. Да, это, к большому сожалению, это так. Они не рабы, они бичи до мозга костей. Но, в принципе, это почти одно и то же. Аслан, абхазский вопрос решается через Тбилиси, Дудаев. Решается через... так сказал Дудаев, да? Ну, тогда я полностью солидарен с Джахаром Дудаевым и скажу, абхазский вопрос решается через Тбилиси. Ну, как по-другому? Два братских народа поругались. Благодаря фашистской России, благодаря КГБшникам, которые были и в Грузии, и в руководстве. И сейчас им нужно пройти все эти страшные, трагические истории, страницы, перевернуть и жить вместе. Ну, у нас выбора просто нет. Абхазы тоже очень ну, мы кавказцы все такие. Грузины, конечно, отличаются. Мингрелами я общался, дружил. Тоже, ну, просто идеальные, ну, золотые люди. Золотые люди. Вот эта красота Кавказа и колорит хотят превратить в Мугасран, грязь и мат. Да. Спартак тоже был рабом, но он стремился к свободе. А эти русские близко не рабы. Прирожденные бичи раньше назывались батраками, в наше время бичи. Да, Хамзат, но дело в том, что Спартак, он был захвачен. Он не родился потомственным рабом и все время. Он был захвачен, его сделали рабом. Его заставили просто им стать. И как только у него получилась возможность, он поднял восстание. В нем сидел этот ген свободы. А русские уже как бы смирились. Я что заметил, основгорцы из Шотландии были в восторге, увидев красоты Кавказа, еще больше удивились, что коровы сами приходят домой. Да, Шотландия тоже, конечно, красивое место, но лучше Кавказских гор нет ничего. Аслан, вся исламская литература на кириллице выпускается под редакцией Ар-Рияд, Москва, Казань. Да, Чири, это я знаю, постоянно об этом говорю, напоминаю, понимаю, что нас они пытаются обмануть. Шалом из Берлина, победа Израилю, свободу Ичкерии. Шалом, Берлин, витаю тебя, дорогой. Что такое Ичкерия, флаг? Так что Ичкерия, флаг поднять, и что это Кавказ, дом есть, был и будет. Да, мула, сенсация. Вы относитесь к движению «Свободный Кавказ». Как вы относитесь к Авраам Шмулевич выложил их пост ФБ и поддержки арабских террористов? Я не знаю, что за «Свободный Кавказ», что за движение, которое поддерживает террористов. Я даже не знаю, о чем речь. Мы поддерживаем свой президиум правительства и начинание Дудаева и Гамсахурдия, Кавказский дом, объединение вот именно в этом направлении. Нужно, чтобы объединением кавказских народов занимались люди, которые кристально честны отсутствием каких-либо вообще связей с фашистской Россией. Вот самый главный критерий, по которому вот эти кавказцы, будь то грузины, абхазы, чеченцы, ингуши, кто бы там ни был, когда мы будем объединяться, вот они должны это все делать, чтобы кристально чисто все было прозрачно, никак не связано с КГБ, ГРУ, там, фашистской Россией. И вот эти разные симулякры, которые появляются там, которые сейчас нам пытаются правительство изображать, там какие-то там другие там движения общественные, или как они себя, государственные, правительственные называют. Вот этих всех мы должны держаться подальше. При Ивале наша корова никогда не приходила. Это отца замучило все и даже в войну достал. Русские идут на войну, потому что сами в обычной жизни они были никем и для души ничего нет. А на войне у них есть шанс поглумиться над кем-то, показать свою удаль, ну и нажиться над чем-то. Совершенно верно. Если идея, я знаю, что в Европе есть очень много умных и талантливых чеченцев. Призови их сделать приложение по изучению чеченского языка. Эд, я как раз этим приложением озабочен, я уже думаю над этим.
у меня есть уже написанная программа по этому поводу. Нужны просто финансы, которые были бы. А так я полностью с тобой согласен. Это очень хорошая тема. И как всегда ты даешь дельные советы. Спасибо тебе отдельно за это. Это всегда было еще совка, еще Андропов занимался арабским переводом для снабжения кремлевской ложи весь Ближний Восток. Да, именно так. Это было. Есть организация Амра, там Абхаз во главе и грузин во свободу Кавказа и еще много национальностей. Отлично, отлично. Но смотрите, здесь столько симулякров, столько сложных вот этих моментов, потому что Россия очень много задействует свою агентуру. Поэтому этими вещами, ну я не разбираюсь просто, я не погружался вот в эти кавказские, я еле-еле вот в чеченском политикуме разобрался, как я считаю, да, поэтому я буду слушать теперь тех, кто уже разобрался и кого я, вот свой президиум я буду слушать. Вот моя реальная законная власть, которая может меня представлять и которую я признаю, чтобы они меня представляли, это является вот наш президиум правительства. И если они вот про тот орган или ту ассоциацию, про которую вы говорите, если они ее признают, с ними общаются, то я только за, готов всячески помогать, всячески принимать участие и делать все, что от меня зависит. Брат, Кавказ будет прекрасен, свободным без России. Дай Бог, дай Бог. Люабу, да, совершенно верно. Ниба, Ингуша. А как ты думаешь, Китай поможет калмыкам стать независимыми? Я не знаю. Не знаю. Надо возрождать кавказские языки, которые так стоят на грани исчезновения. Самур, если нет языка, ты можешь сколько угодно бить себя в грудь, чеченец ты, там, аварец ты, лезгин ты. Если твой язык потерян, то тебя нет. Мы можем гордиться предками, какими они были, но если мы не можем сохранить свой язык, это даже не обязанность этого народа, это обязанность всего человечества сохранять эти языки, потому что это уникальная просто вещь, которую нужно сохранить, историческая вещь, и это просто это, я не знаю, как потерять нацию, как потерять целого там вид, потерять целого человека. Конечно, обязательно нужно возражать все кавказские языки, которые у нас есть на Кавказе. Конечно же, их нужно. Специальная программа должна быть. И только мы, когда станем свободными в своем кавказском доме, тогда мы будем озабачиваться этим. А русским не нужно. Русским надо, чтобы мы стали русскими. Вот как они из удмуртов, чувашев, третьих, десятых, из кавказцев стали русскими. Вот им нужно, чтобы и мы такими стали. Вот их задача. И все. Как-то так. А какой твой язык и нация? Почему ты не отвечаешь? Я думал, уже все знают, кто я. Привет, в Ичкерии разве не было геноцида русского населения? Конечно, не было. Абсолютно не было. Это абсолютная пропаганда, ложь. Ложь и еще раз ложь. Конечно, не было. Быть не могло по определению просто. У нашего президента жена была русская. Просто даже вот этот факт возьмите в голову. У нас русские, которые русская пропаганда рассказывала, что русских убивают. Про Звяда Гамсахурдия говорили, что он нацист, фашист и так далее. Это был кристальной души, чистейший человек, интеллигент, патриот своего народа. Про него говорили фашист, там, нацист. Это, рядом с ним это не стояло, фашизм. Да, патриот был жесткий за свой народ. С характером был человек, с мощным характером. Но он не был нацистом, но его представили нам каким-то ярым отморозком, убийцей там, русских там, и так далее. А у нашего президента жена была русская. И когда русская пропаганда рассказывала
что русских убивают в Чечне, в Грозном, там, 3-е, 10-е, у нас было все спокойно в Грозном. А русские боялись, потому что им телевизор рассказывал, что их убивают. Понимаете, как сейчас это было в Донецке, в Луганске и так далее, и так далее. И тогда Дудаев, защитить русских, создал специальную комиссию по защите русских. Понимаете? Потому что так на весь мир русские трубили. Сами совершали преступления. Или совершенное преступление против русских. А эксцессы были. Отрицать их тоже не имеет никакого смысла. Эксцессы были как от полезных идиотов, бандитов, преступников. Также сами вот эти и братья Ямадаевы, как выяснилось, это ГРУшники, Кадыровы, Байсаровы, там я сейчас не всех помню, да, они собирались криминалом. Но потом выяснилось, что они связаны с Россией. И они совершали преступления против русскоязычных. И тогда уже наш президент создал нарушение нашей Конституции. Потому что по Конституции все граждане Чеченской Республики равны. А Джохар сделал это для русских специально, отдельно комиссию, которая защищала и сразу реагировали на любые вещи, которые относительно русских были. И мы, чеченцы, не были против этого. Понимаете? Потому что раз русские пропаганда, ложь из Кремля ведется, а наших русских ущемляют, то мы своих русских не считали московскими там. Мы их своими считаем. Мы их спасали, вывозили, кормили, как-то делились последним куском хлеба. А их убивали русские, потому что они русские. Понимаете? Спрашивали, ты как к русским, к чеченам относишься? Она говорит, женщина, мужчина, ребенок, пацан. А русские воевали. В наших рядах наши русские воевали против фашистской России. И вот их говорят, а как ты к чеченам относишься? Ну вот она говорит, ну хорошо, ну мы жили в мире. Ах ты подстилка чеченская. Там и все, в расход. Вот как были случаи. Понимаете? Хотя русские некоторые надеялись, что вот сейчас наши придут, там, 3-е, 10-е, пришли. Друзья, мы уже более 2 часов в эфире. Лайков вы мне поставили немножко, я смотрю. 250 смотрят и 50 лайков всего. Ну, да ладно. Ничего страшного. Не впервые вы так делаете. Поэтому и на этом я свой стрим заканчиваю, друзья. Спасибо, что смотрите, спасибо, что поддерживаете. Все будет Ичкерия, да, мула. Все будет отлично. И еще раз, пожалуйста, пересмотрите цели президиума, которые я вам сегодня озвучил и рассказал. Всего самого хорошего. Все будет Ичкерия. Господи, благослови Америку. Слава Украине. Всего самого хорошего, друзья. Израиль, держись. Израилю государственность, свободу и соблюдение. Призываю соблюдать международное право и соблюдать права человека. Всего самого хорошего. Адикюэль маш оль бюстер.